эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Для повышения зарплат бюджетникам и выплаты социальных пособий правительству Якутии удалось найти 11 миллиардов рублей. Это как внутренние резервы, так и привлеченные деньги. Об этом заявил руководитель региона Айсен Николаев во время прямой линии на телеканалах НВК «Саха» и Якутия-24. Николаев подчеркнул, что только на увеличение заработных плат направлено 2,5 миллиарда рублей. По словам руководителя региона, большую помощь республике оказали компания «Алроса», правительство России, утвердив новую схему выплаты дивидендов. Мы, если раньше дивиденды получали один раз в год, то с этого года «Алроса» переходит на выплату дивидендов раз в полгода. Вот эта система как раз вот этим летом была с нами всеми согласована и принята. В результате этого Якутия, и наши улусы, которые являются акционерами компании «Алроса», получили в этом году уникальный шанс, когда мы получим полуторагодовые дивиденды. То есть мы дивиденды за 2017 год республика уже получила, а сейчас мы еще получим в конце года республика дивиденды за первую половину 2018 года. В результате этого мы, по нашим подсчетам, порядка 10 миллиардов сможем привлечь дополнительных таких доходов. Также в ходе прямой линии Айсен Николаев сообщил, что благодаря быстрым решениям правительства республики в первые же недели были выделены более 400 миллионов рублей из регионального бюджета для ликвидации последствий весеннего паводка в Якутии. На счета поступили также и средства федерального бюджета. По словам руководителя, в скором времени, возможно, будут выделены дополнительные средства на ремонт дорог и выданы жилищные сертификаты. Вопрос рассматривается в аппарате правительства Российской Федерации. Про ход восстановления Айсен Николаев отметил, что темпы нормальные, все строительные материалы доставлены в районы. Появление нового водозабора в Якутске, построенного по передовым технологиям, позволит якутянам получать чистую питьевую воду. Руководитель региона отметил, что все жители почувствуют улучшение качества воды, и проблем по весне и осени город уже не будет испытывать. Это историческое событие. Мы все прекрасно знаем, какой вода может быть здесь, в Якутске, весной и осенью. Она не отвечает требованиям. Сегодня город потребляет максимум 90 тысяч кубометров воды в сутки. Мощность нового водозабора 110 тысяч кубов. Так что у нас появляется определенный резерв, который нужен для быстро растущего Якутска, сказал Айсен Николаев. Отмечу, что водозабор должен быть сдан 4 сентября. В интервью Первому каналу руководитель Якутии Айсен Николаев выразил уверенность, что все социальные льготы, имеющиеся в Якутии для лиц пожилого возраста, будут сохранены при изменении параметров пенсионной системы. Он подчеркнул, что уже при первом чтении законопроекта было учтено сохранение льготного выхода на пенсию для северян. Уверен, что это сохранится и при втором чтении законопроекта. Более того, президент страны сказал о том, что надо расширять ряд категорий, таких как, например, коренные малочисленные народы Севера. Считаю это крайне важным для нашей республики, отметил он. Ну а в продолжение темы на совещании под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева о расходах федерального бюджета были подняты вопросы реализации государственной национальной политики. По словам премьера, первым направлением в рамках национальной политики является поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В частности, повышение доступности для них объектов социальной и инженерной инфраструктуры, сохранение традиционных видов ведения хозяйства, самобытности и языков. Вторым направлением должен стать мониторинг межнациональных и конфессиональных отношений. Третий блок работы – создание условий для работы общественных объединений и организаций в сфере национальной политики. Отметим, что на совещании также были подняты вопросы поддержки инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и создания под них инфраструктуры, строительства социальных объектов, поддержка туристической отрасли. Якутия организует на Восточном экономическом форуме первые публичные торги по продаже мамонтовой кости. Они обеспечат высокую прозрачность сделок, сведут на нет юридические риски по их приобретению и станут действенным механизмом для пресечения нелегального экспорта. К такому выводу пришли участники встречи исполняющего обязанности председателя правительства Якутии Владимира Солодова с делегацией пекинской косторезной фабрики. По оценкам экспертов, более 80% ресурсов бивней мамонта сосредоточено на территории Якутии, поэтому в республике намерены поэтапно реформировать добычу и переработку бивней мамонта.
В Ленском районе создается основа экономики не только Якутии и Дальнего Востока, но и всей страны. Об этом телеканалу «Якутия-24» заявил руководитель региона Айсен Николаев в ходе рабочей командировки в Ленский район. Мощное развитие нефтяной и газовой промышленности, которое здесь создается, имеет большое значение в экономике страны в целом. И, безусловно, ее развитие в настоящем и в будущие годы обязано дать мощный импульс в улучшении качества жизни населения, сказал он. Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг Якутии со стабильным прогнозом. Наличие кредитных рейтингов повышает доверие финансовых организаций к региону как надежному заемщику и партнеру, обеспечивающему проведение ответственной бюджетной и долговой политики, а также позволяет инвесторам объективно оценить кредитоспособность Якутии и предприятий государственного сектора экономики республики, сообщили в пресс-службе Министерства финансов Якутии. С сентября в России начнется рост цен на автомобили. О повышении стоимости моделей Ford, Nissan, Skoda, Mazda, Cadillac и Chevrolet, а также Jaguar и Land Rover сообщают «Ведомости». Рост составит 1,5%. На этом фоне эксперты не только прогнозируют повышение уровня продаж машин, но и советуют покупать их как можно скорее. Это небольшое повышение цен – первая ласточка, отмечают эксперты. К следующему году рост цен станет более ощутимым, и он произойдет у всех концернов, включая те, чье производство локализовано в России. По данным Ассоциации европейского бизнеса, у всех автоконцернов, которые уже объявили о подорожании, за первые 7 месяцев этого года продажи выросли в среднем на 25%. Исключение Chevrolet и Cadillac. За 7 месяцев продажи упали на 5% и 25% соответственно. Ремонт детской поликлиники в Нерюнгринском районе Якутии начнется в 2019 году. На эти цели по федеральной программе развития Дальнего Востока будет выделено 114 миллионов рублей. Сроки завершения ремонта намечены на 2020 год. На ремонт зданий Нерюнгринской центральной районной больницы, как сообщается, будет выделено еще 140 миллионов рублей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.